إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь о Марьям ибнату Имран, о Марии, дочери Имрана, алейхиссалату вассалам. Расскажем вам, дорогие верующие, темы такие Корана. В Коране есть очень много рассказов, дорогие верующие. Коран является прямым путем и руководством. Светом является Коран, дорогие верующие. Кто хочет руководства истиной и прямым путем, является Коран. И Коран нам рассказывает, что эта семья Али Имрана называется. Али Имран, семейство Имраана. Аллах нам перечисляет, приводит, то есть аяты в Коране. 3 сура Али Имране Аллах приводит. И Аллах нам говорит, что этот дом был благословенным домом. То есть дом Марии, дом Имрана, родителей Марии, дом является благословенным домом, семьей. Тааммулату фи киссати Сайид Марьям алейхиссалам. Также мы будем размышлять, дорогие верующие, в рассказе Марьям алейхиссалату вассалам. Фадаилун, также ее достоинстве Марии алейхиссалату вассалам. Также важности хиджаба, что Мария берегла хиджаб, дорогие верующие. Мария берегла хиджаб, ее достоинство. Сура Али Имрани, 33-35 аята, Аллах нам приводит и говорит он: «Инна Аллах астафа Адама ва Нухан ва аля Ибрахима ва аля Имрана аль-Аламин», что поистине Аллах Субхану ва Та'аля избрал Адама, избрал Аллах Субхану ва Та'аля Нуха, Ибрахима, семью Ибрахима, также семью Имрана Аллах сказал, избрал. Аль-Аламин, над всеми мирами, зурьятам ба'дуа мин ба'дин, одна семейство, одно поколение от других. Валлаху сами'ун алим. И Аллах является все слышащим, все знающим. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك السميع العليم. И сказала Мария, алейхиссалам, и Аллах приводит ее слова, и сказала жена Имрана, извиняюсь, сказала жена Имрана, дорогие верующие, Аллах приводит ее слова, «Идкалат имрату Имрана». Арабы привыкли не называть жен именами. Арабы привыкли не называть жен именами. И у нас тоже на Кавказе есть такая традиция не называть жен именами. А говорят, допустим, арабы говорят Уму Мухаммад, или Мухаммад скажет именем сына своего скажет свою жену. «Идкалат имрату Имран», и Аллах говорит об этом, дорогие верующие. Создатель небес и земель, Аллах говорит. И также этот адат был обычай у израильтян, имеется в виду, у евреев было когда-то. «Идкалат имрату Имран», Имран был евреем по нации, дорогие верующие, мусульманином, единобожником. И жена его сказала: «Рабби инни назарту лака ма фи батни». «О Господь, я дала обет», она сказала, «то, что в моей чреве будет он служить только тебе одному». На пути Аллаха, говорит Мария, то есть жена Имрана сказала, что на пути Аллаха я использую своего ребенка. Она не знает, кто родится еще. «Фатакаббаль минни», прими у меня его, она сказала. «Анта сами». И она говорит: ты являешься все слышащим, все знающим. «Анта сами'уль алим». Итак, «Фахада мисалун сариху аля баракати хадаль байт». Этот пример на самом-то деле указывает, что, баракаллаху фикум, благословенной семьей это является семья, дорогие верующие, семья Али Имрана. 3 сура в Коране приводится про эту семью. Семья. Какие еще семьи есть, дорогие верующие? Те семьи, которые готовы пожертвовать собой и со своими детьми ради этой религии, тогда они тоже будут из тех, кто следует за Али Имраном. За Али Имраном, кто жертвует на пути Аллаха. Семья эта искала довольство Аллаха.
Семья это искала довольство Аллаха. Фахия имрату имрана тундиру ма фи батниха лилляхи та'аля. Вот посмотрите, дает обещание Аллаху жена Имрана. И говорит, то, что в моем чреве, я пожертвую его ради Аллаха, она сказала. Итак, она обратилась к Аллаху, чтобы Аллах ответил на его зов, на ее зов, чтобы Аллах принял у нее это жертвоприношение ради Аллаха. Поэтому она сказала, ее молитвах было такие слова, она обратилась к Аллаху великими именами, ты являешься все слышащим, отвечающим на мой зов, ты являешься все знающим, что есть в моей чреве. Анта сами'у лидуаи аль-алиму бинияти, также имеется в виду. Фаламма вадаат калат рабби инни вадатуа унса. Сура Али-Имран, 36 аяте сказано было ею. Фаламма вадаат, тогда, когда она положила ребенка. Рабби инни вадатуа унса. О Господь, я положила девочку вместо мальчика. Она хотела пожертвовать мальчиком на пути Аллаха, служению Иерусалиму, Бейтуль Макдису. Не камням служить, а Аллаху служить, оберегая это место, служа Аллаху Субхану ва Та'аля. Фаламма вадаат калат рабби инни вадатуа унса. О Господь, я положила девочку, то есть родила девочку. Валлаху а'лум бима вадаат. Аллах лучше знает, кого она родила. Валейса закару каль унса. И Аллах говорит, и то, что она сказала, жена Имрана сказала, посмотрите, разумная женщина, знающая женщина, богобоязненная женщина, что говорит? Господь мой, говорит, Господь мой, уалейса закару каль унса. Мужчина не является подобием женщины, или женщина подобием мужчины не является. Они не одинаковы. Да, они люди они, потомки Адама, но они не одинаковы. Но сейчас хотят убрать пол, мужской и женский. Хотят убрать пол, показывая еще при открытии Олимпиады. Открытие Олимпиады? Зачем эту свою чушь несете? Ерунду почему несете? Мария, алейхиссалям, была родена, то есть рожденная. И я сказал ее мама, «Валейса закару каль унса», неподобие, «Ва инни самайтуа Марьям», а я ее назвала Марьям. В ивритском языке Марьям служительница одному Аллаху. Старый язык. «Ва инни уидуха бика ва зурията мина шайтан раджим». И я прибегаю к тебе за защитой, она сказала, жена Имрана. Защита кого? Ее и ее потомство. Мина шайтан раджим, от дьявола проклятого, прогнанного. Аллах Субхану ва Та'аля проклял этого дьявола. И эти дьяволы стараются мужчину и женщину сделать одно. Называется оно. Ла хауля ва ла куввата илля билля. И тут она дает знать, фахия имраатун алия, алима, акила. Эта женщина, жена Имрана, она высшая женщина, она разумная, она знающая, богобоязненная женщина, эта женщина, жена Имрана. Она по нации еврейка. Нации у нас не порицается, дорогие верующие. Мы любим все нации общими, если взять. Но среди них есть богобоязненные и небогобоязненные. Мы любим богобоязненных, потому что они угодники Аллаха. Итак, дорогие верующие, и тут дается знать также адаму тасави закари валь унса. Она дает знать, нету равенства между мужчинами и женщинами. Женщина, мужчина и мужчина. في أشياء كثيرة فأين من ينادون بمساواة الرجل والمرأة. Смотрите, где те, которые утверждают, есть они равны, одинаковы. Да, они одинаковы, что они люди, но не одинаковы, это женский пол, это мужской пол. И туалеты тоже бывают разные, мужской и женский до сих пор. Не убрали, даже в Европе до сих пор не убрали туалеты. Кто был в Европе, наверное, не знает. Там есть мужской и женский туалет. Ну, хотят они умудриться и то убрать. Фахия та'тазиру иля раббиха. Итак, жена Имрана говорит, та'тазиру, извиняется перед Господом, и говорит она,
بأن هذه أنثى التي ودعت لن تقوم بما يقوم به الذكر في خدمة بيت المقدس وفي العبادة. Она говорит, извиняясь перед Аллахом, да, женщина не может исполнять поклонение так, как исполняет мужчина. Служение дому Аллаха Иерусалиме, Байтуль Мақдиси, Кудси, لأن عبادتها ستنقص. Потому что ее поклонение будет меньше, чем у мужчин. وقت حيدها فلا صلاة ولا صيام. Во время очищения у женщин нельзя им молиться, нельзя им поститься, поэтому у них меньше бывает поклонений. ولن تستطيع أن تدخل المسجد لخدمة وقت عذرها. Тогда, когда она очищение, не может заходить в мечеть. وقت وجود الرجال حتى لا تختلط بهم. Также, когда мужчинами смещение полов также нельзя. Как у нас положено, дорогие верующие, женщины отдельно, мужчины отдельно. Женщина заходит с одного входа, мужчина с одного входа, дорогие верующие. И она это знает, жена Имрана знает те времена. А сегодня многие не знают даже об этом. Валлаху а'лам бима вадат. Аллах лучше знает, кого она родила. Фасамматха вадат лаха. Она назвала Марьям и также сделала за нее дуа. «Ва инни саммайтуа Марьям, ва инни уидуха бика ва зурриятха мина шайтана раджим», сказала она такие слова. Абу Хурайра приводит хадис посланника, саллаллаху салям, посланник Аллаха сказал: «Ма мин маулудин, илля ва шайтан ямуссу хатта хина юлад», извиняюсь. «Фуистахиллу сариха мин масси шайтани, ияху илля Марьям вабнаха». Когда ребенок рождается, сказал посланник, саллаллаху салям, тогда, когда рождается, его касается шайтан. И он начинает после этого кричать, этот ребенок. Кроме кого не коснулся? Марии и ее сына Иса ибн Марьям. Не коснулся шайтан. Фаястахиллю сарихан мин масси шайтани. И так ребенок начинает кричать, кроме Марьям. Почему? Потому что мать ее прибегала за защитой к Аллаху, чтобы защитить Марию и Иса ибн Марьям. Итак, сказал Абу Хурайра, тогда прочитайте, если желаете, слово Аллаха: «Ва инни уидуха бика ва зурриятха мина шайтани раджим». Абу Хурайра понял, что имеет в виду посланник, саллаллаху салям. Айюхаль аба валь уммахат. Дорогие родители, имеется в виду. Тот, кто желает блага для своих детей, тот, кто желает, чтобы дети их не исправились, были лучше. Алейкум бид дуа. Делайте дуа. Как мама Марии сделала дуа, жена Имрана сделала дуа за своего ребенка, за Марию и также ее потомство. И потомство было Иса, алейхиссалам. Итак, дорогие верующие, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. И Аллах, субхану ва та'аля, принял жертвоприношение жены Имрана. Бикабулин хасан наилучшим образом. Уамбата набатан хасанан. И хорошая, праведная дочь родилась. И она родила праведного ребенка, Иса ибн Марьям. Фаламма захабат биха уммуха иля ман лахум аль-амру аля бейт аль-Мақдис. Когда мама подошла, жена Имрана подошла с ребенком, Бейт аль-Мақдис, имеется в виду Иерусалимскую мечеть, когда подошла мама с ребенком, и она обещала, что он будет служить этому мечети, Бейтуль Мақдиси. И люди начали спорить между собой, кто будет ухаживать, оберегать Марьям. То есть, ташаха ва тахасаму айюм якфулу Марьям. Кто будет заботиться за Марией? И фавакаат аль-кур'ату ли Закария набиюхум. Был у них пророк Закария. У израильтян очень много евреев, было очень много пророков. Один пророк, второй сразу появлялся, будучи пророк еще живым. Третий пророк был, то есть много пророков было подряд. И Закария, алейхиссалам, в то время был жив. И кидали они жребию, кто будет ухаживать, жребию кидать можно. Кто будет ухаживать за Марией. «Вакаффаляха Закария», Аллах сказал в Коране. И начал ухаживать, заботиться за Марьям, кто? Закария, алейхиссалам, пророк. فتعلمت في صغرها من نبي العلم النافع والعمل الصالح. Она обучилась, брала знания, будучи маленькой. Марьям брала знания у кого? Брала у пророка напрямую. Обучалась знаниям. Также практиковала, делала добрые деяния. Амаль салих, правдивые, праведные деяния делала она. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Али Имран, 37 аяте Аллах говорит. Каждый раз, когда Закария приходил к Марии,
он находил у нее новый ризк. То есть зимние продукты летом находил, летние продукты, фрукты находил зимой. И он говорит, откуда это все? Ученые тафсири говорят нам теперь. Кан яджиду индаль факиату сайфи фи считай, у факиату считай фи сайфа. Якулю Закария, говорит, пророк спрашивает. И мы должны спрашивать, как пророк спрашивает. Я, Марьям, анна лаки хада. Марьям, откуда у тебя это все? Откуда у тебя? Откуда телефон? Откуда деньги на телефоне? Спрашивать надо своих женщин. قالت هو من عند الله. И она сказала это от Аллаха. Инна Аллах ярзуку ма яшау бигайри хисаб. Аля Имран, 37 аяте, Аллах приводит это. Она сказала, что это от Аллаха. Аллах даровал и дарует Аллах, кому пожелает, без ограничений свое пропитание. Валамма кабурат Марьям, тогда, когда уже выросла Марьям, уже 15 лет, дети уже растут. Интабадат мин ахлиха маканан шаркия. Затем она что она сделала? Она отдалилась от своих близких. فانعزلت عن أهلها وعن مخالطة الرجال للتفرغ لعبادة ربها دون أن يراها أحد. Обычно женщине положено подальше быть от мужчин. Обычно положено подальше. И она отделилась от своих близких, то есть в поклонении, и дальше она ушла внутрь своего дома, скажем, и также в мечети. وعن مخالطة الرجال, чтобы она не было смещения полов, чтобы не было с мужчинами. لتتفرغ لعبادة, для того, чтобы поклоняться. Женщина, если отдаляется от мужчин, и то является это поклонение. Смещение полов не должно быть, баракаллаху фикум. Вопрос спросил, ответил, все достаточно. Салам алейкум. Сколько стоит? Или что это такое? Дома, не дома? Все разошлись. Часами не надо, баракаллаху фикум. Фахтаджибат, если ильм учит, это другой вопрос. Как у Закарии учила она Марьям. Фахтаджибат, я ахль иман. Она закрылась, дорогие братья, люди имана. Она закрылась, или закрывается одеждой женщина, или закрывается у себя дома. Закрывается от посторонних мужчин. Или в мечети закрывается, дорогие верующие. Фахтаджибат, я ахль иман, ан уббади бейтель мақдиси. Она закрылась от тех мужчин, которые поклоняются мечети. Факайфа бимандуна минан нас, не говоря уже о других мужчинах, которые не ходят в мечеть, не поклоняются одному Аллаху. Баль кайфа якшифуль вадж амам аль-фусак, как она может, Мария, показывать свое лицо перед нечестивцами. В те времена женщины тоже закрывали свое лицо, дорогие верующие. Амам аль-фусака, перед нечестивцами и подобные. О мухалат это манканам ви кальби марадун, или смещение полов с теми людьми, у кого в сердцах есть, дорогие верующие, болезни. То есть некоторые безумно начинают любить подряд всех женщин. Это харам, дорогой верующий. Нельзя чужую женщин любить, люби свою только. Ламма дахала алейхи Джибриль, когда пришел Джибриль к ней, пришел он суратин джамиля, в прекрасном образе пришел ангел Джибриль к Марии, алейхиссалям, уже когда она выросла. Фатамассала лаха башаран савия, стал Джибриль в красивом облике человека. Хафат фа'тасамат би раббиха, испугалась Мария. Она же скрывалась от мужчин, она оберегла себя от мужчин. И тут она прибегла к Аллаху. Фастаадат минху, прибегала, говоря, аузу билля. قالت إني أعيذ بالرحمن منك من كنت تقيا. Сказала она, Мария, я прибегаю к милостивому от тебя, если ты являешься богобоязненным. А богобоязненный человек, почему она говорит, не прикоснется к чужой женщине? Богобоязненный человек. В 16-18 аятах сказано, «Ин кунта тахаф Аллах», имеется в виду, если ты боишься Аллаха, «Ватаману биттаква», и практикуешь богобоязненность, Мария говорит, «Фатрук тааррудули», не трогай меня. «Валидалика джаат а'заму шаадати шарафи мин раббиха азза ва джалла». Поэтому такой богобоязненной женщине Марьям пришло свидетельство от самого Аллаха, дорогие верующие. Аллах сказал, «Ва Марьям ибнату Имрана, аллати ахсанат фарджаха». Марьям, дочь Имрана. То есть дочь Имрана, она внучка, то есть она дочка является Имрана, аллати ахсанат фарджаха. Она оберегла свое непристойное место. Фаламма ра Джибриль минха рау, когда ангел Джибриль увидел у нее страх, иннама ана расул раббик.
ангел Джибриль сказал: я являюсь посланником Божьим, Аллаха посланником, Господа посланником являюсь. Он сказал Джибриль: «Баль иннама джиту ли танфизи рисалат Рабби». То есть имеется в виду, я пришел, исполняя приказ Господа, это мое послание. Я должен исполнить послание Господа, говорит Джибриль. «Ли ахаба лака гуляман закия». Я тебе подарю умного, разумного ребенка. И удивилась Мария, и она удивилась от этого всего. Итак, фабашараха фаинна зака ястальзиму татхир. А если чистый, говорит, имеется в виду, что это чистота от плохих качеств. Фальваладу салих курату айн ли валидай. Праведный ребенок это является радостью для родителей, дорогие дети. Праведный, хороший ребенок является радость для родителей. Почему? Из-за того, что ребенок, если выучил Коран, родителям надевает корону. Потому что это является праведность этого ребенка. Выучил он Коран, родителям надевает корону в судный день. И один яхонт из короны, сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, будет дороже, чем этот мир и то, что в этом мире. И так дальше, дорогие верующие. Как она может забеременеть, если она не была замужем? И говорит Аллах в Коране, Марьям сказала: «Калат анна якуну ли гулямин, валам ямсасни башар, валам акум багия». Как у меня будет ребенок, я не была замужем, имеется в виду, и также меня не коснулся нечестивец. Как может быть ребенок? Да, субханаллах, это чудо Аллаха. «Каля кадалика каля роббук, хуа алейя хайин». Так сказал твой Господь, для меня это легко. Господь сказал, это для меня легко. فكل أمور إذا نظر إليها بمنزلة قدرة الله كانت سهلة بسيطة. Если посмотреть через могущество Аллаха, все дело легко, дорогой верующий. إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Дело Аллаха так, когда Аллах пожелает, оно сбывается. Дело Аллаха такое. Если ты будешь богобоязненный, за тебя Аллах делает все, дорогой верующий. То есть ты должен быть богобоязненный. Это невозможно, да, невозможно. Сколько невозможных случаев было, даже победы, скажем, реальные победы. Когда люди оставляют помощь Аллаха, отворачиваются от религии Аллаха, не бывает помощи. Но когда люди ссылаются на Аллаха, и нету им помощи, кроме помощи Аллаха, бывает чудо у верующих людей. Это чудо было у Марии, алейхиссалам. Итак, «Иннама амру ида арада шай'ан», если Аллах пожелает что-то, Он скажет «будь», и оно сбывается. Итак, дорогой верующий, «Валинадж'аляу аятан», Аллах сказал, «аятан линнаси», чтобы это было знамением до судного дня. Иса ибн Марьям является знамением до судного дня. «Факана хадал гулям урахматан минна», Аллах сказал, «милость от нас дарована тебе». За праведную, то есть праведной матери, праведной бабушки. Жена Имрана была праведная бабушка для Иса ибн Марьям. А праведное поколение, то есть если праведные родители, будут праведные поколения. Не будут праведные поколения, не будет праведное потомство. Надо работать над тем, чтобы было праведное потомство. И Аллах дает ризк, смотрите, как дает ризк. «Варахматан минна», Аллах сказал, милость от нас дарована. И милость Аллаха, дорогие верующие, что стало? «Уль азми минар русуль». Из самых, как говорится, уль азми мин русуль, перенес трудности в да'вате 5 пророков. Нух, Ибрахим, Муса, Ибрахим, то есть Муса, Иса, Мухаммад, саллаллаху алейхи. 5 пророков уль азми мин русуль. Из них он стал Иса, алейхиссалам. Итак, что еще стало, дорогие верующие? И Аллах похвалил этого пророка Иса. «Урахмату бивалидати», проявил Аллах милость к матери. «Ламма хасала мин ат-тана'иль хасан». Тогда, когда Аллах сказал хорошую хвалу о нем и достоинство великое. «Амма рахмату бин наси», что касается милость для людей, является Иса, «фа инна акбару ни'ма алейхим». Это большая милость была послана Иса ибн Марьям для людей. «Ан ба'ата фихим расуля», что Аллах послал из них посланника. «Ятлу алейхим аяти», он читал им знамения Аллаха, аяты. «Уюзаккихим», он их очищал от грехов. «Уюаллимум ли китаба», обучал им книги, мудрости. «Фатахсуль лахум саадату дунья валь ахира». Они получали за это счастье в этом мире после ахирата тоже. Итак, дорогие верующие,
Вакана амран мақдия. Это было решено Аллахом, что у них будет сын. То есть у нее будет сын. Однако другие оклеветали Марьям, сказали иудеи, что она прелюбодейка, и это является сыном прелюбодейки. Валь-язу билля. Христиане сделали ее Бога матери. Не все христиане. Не все христиане признают это. Но христиане большинство сделали Бога матерью. Марьям. Она не является Богом. Ни Иса ибн Марьям не является Богом. Ни также Мария не является Богом. И мусульмане сказали, это является избранная женщина, как является семья избранная Али-Имран. И также Иса ибн Марьям является избранником Аллаха и посланником Аллаха, рабом Божьим, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, другие посланники. Итак, дорогие верующие мусульмане, посередине, без крайности, дорогие верующие. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. И она забеременела, отчуждилась от людей, то есть подальше стала от людей, Мария, алейхиссалям. И когда она забеременела, فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا, затем, когда пришло время родов, فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا, Иса ибн Марьям, она уже была подавлена. Она была подавлена в горести, печали, потому что она боится, сейчас ее народ оклеветает. Она же знает свой народ, еврейский народ, она же знает, сейчас ее оклеветят. Она не понимает, что она праведная женщина. Она не понимает, что ее воспитал Закария, алейхиссалям. Они не понимают, этого они не слушают. И они еще обвиняют, как мне звонят с некоторых стран, и спрашивают, и говорят, некоторые утверждают, у нее, то есть у нее же был муж Юсуф Наджар, плотник Юсуф, это израильтяне, евреи оклеветали Марию, евреи оклеветали, это ложь. Не является его отцом Иса ибн Марьяма, отцом не является Юсуф Наджар, плотник Юсуф не является, это клевета, дорогие верующие. Итак, Аллах сказал в Коране, что Иса ибн Марьям сказал своей матери, когда она уже рожала, «Фанада мин тахтиха», когда рожала, снизу был голос, «Алла тахзани, кад джа'аля роббуку тахтики сария». Не переживай, не горюй. Аллах сделал под тобой еще маленькую речку, чтобы ты выпила. То есть вышел источник воды, чтобы она еще выпила. Падали из пальмы, потрясла пальму, вышли оттуда, упали финики свежие, и также она выпила из воды свежей. И так это было сказано с кем? Иса ибн Марьям было сказано, будучи чревой матери. «Вагузи илейке биджизаин нахли тусакату алейке рутабан джанийя» было сказано. То есть потряси дерево, оттуда выпадут свежие финики, покушаешь финики, чтобы набрала силы, и выпьешь свежей воды. Итак, «Факули вашраби вакурри айнан». Итак, кушай, пей, Аллах сказал ей этих аятах. «Фаатат бихи каума», когда она пришла к своему народу, как мы рассказывали в прошлой проповеди, она пришла к своему народу, «Калу я Марьям», народ сказал, «О Марьям, лакад джити шей'ан фария», ты пришла клеветой, ты пришла этой, как говорится, нечистью якобы, да? Аузу билля, такие слова они сказали. Фария. لا يوجد أعظم على المؤمنة عفيفة غافلة عن اتهامها. То есть нету такого чистая женщина, богобоязненная женщина, целомудренная женщина, да еще обвиняет ее, что она принесла от прелюбодеяния ребенка. Я ухта Харуна, не говорили, о, сестра Харуна, как ты можешь такого сделать? И так дальше, как мы говорили в прошлой проповеди, дорогие верующие. Она сказала, фаашарат илайи, сказала, спросите его ребенка. Она молчала, она должна была, то есть держать пост, то есть имеется не говорить вообще. А заговорил кто? Маленький ребенок заговорил, Иса ибн Марьям заговорил. И он заговорил 10 словами. Он, когда заговорил 10 словами, и так они из них некоторые приняли, другие отвергли наоборот. Итак, дорогие верующие, акуля кауля хаза, астагфирлах ли ва лакум, баракаллаху ли ва лакум фил Кур'ане ва сунна. الحمد لله له الحمد الحسن الحمد لله له الحمد الحسن والثناء والجميل يقول الحق وهو يد السبيل وبعد. После этого, дорогие верующие, почему мы рассказываем в рассказе Марии, алейхиссалату вассалам? Мария была рождена семейством Имрана, то есть женой Имрана.
она была чистая женщина. Эта чистая высшей степени женщина была обрадована раем, эта женщина. «Фаттагазат мин дуни хиджаба». Она берегла хиджаб, дорогие верующие, эта женщина. Она была чистой, и сын тоже был чистым, Иса ибн Марьям. И он родился чудом. Адам, алейхиссалату вассалам, родился чудом, без отца и матери. Хава, его жена, также была создана, не родился, а были созданы. Адам был создан чудом, Хава тоже была создана чудом. Также Иса ибн Марьям был создан чудом, дорогие верующие, без отца, как наши прадеды Адам и Хава, без отца, без родителей они были, баракаллаху фикум, созданы Аллахом. Аллах создает то, что Он пожелает. И Аллах не спрашивает, зачем ты так создаешь, а мы должны просто слушаться Его, Аллаха субхану ва тааля. Также, дорогие верующие, «Вадкур фил китабе Марьям», Аллах сказал, помяни Марьям в книге. Марьям до сих пор читается про нее. Посмотрите, в каких книгах говорится, дорогие верующие, как про Марьям. Аллах упомянул в Коране целую суру про Марьям. Аллах упомянул в Коране целую суру Али Имран, про семейство Имрана, за их жертвоприношение ради этой религии, ради ислама. Иса ибн Марьям был мусульманином, дорогие верующие. Он был покорным одному Аллаху. Итак, дорогие верующие, был покорным одному Аллаху. Они служили. Марьям служила Аллаху, Иса ибн Марьям служил Аллаху. Иса ибн Марьям не убит и не распят, дорогие верующие. Его не убили и не распяли, как Аллах в Коране, суру Ниса нам приводит, дорогие верующие. Он не распят, и его не убили. Аллах его вознес в небеса. Однако придет второй раз, люди последуют, христиане последуют за ним, а значит, они последуют за Кораном и Сунной. Тогда за Кораном и Сунной, в 159-м аяте суры Ниса приводится один из тафсира, более сильный тафсир, большинство ученых тафсира сказали, что христиане последуют за шариатом, за исламом в то время. Но сейчас нужно следовать за пророком Мухаммадом, дорогие христиане. Дорогие христиане, чтобы следовать за Иса ибн Марьям, когда он придет, сейчас нужно следовать за кем? За пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. «Вадкур фил китабе Марьям», Аллах сказал, помяни Марьям в своей книге. «Маль Масих ибн Марьям илля расулун, кад халат мин кабли русуль». И Аллах говорит, Масих ибн Марьям, Иисус, является всего лишь посланником. До него тоже были посланники, Аллах сказал в суре Маиде 75 аяте. Также Аллах говорит в других аятах, «Вама юта'i Аллаха ва расуля», те, кто подчиняется Аллаху посланник, «Фаулайка ма'алладзина ан'ама Аллах», они будут с теми людьми, кто будет в блаженстве. Вместе с пророками, набиина, вассаддикин, вашуада, вместе с пророками, с правдивыми шахидами, вассалихин и праведниками они будут. Вахасуна улайка рафика. Это является наилучшее место спутства, дорогие верующие. «Идкалат иль-малаикату я Марьям», ангелы сказали Марии, «Инна Аллах астафаки», Аллах тебя избрал, Марьям, «Ватахараки», также Аллах тебя очистил, «Вастафаки», избрал Аллах тебя среди них. «Аля ниса иль аламин», ангелы сказали, «О, Марьям, тебя Аллах избрал среди женщин». Всех женщин, миллиарды женщин. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе, «Хойру ниса и Марьям ибната Имран». Самая лучшая женщина, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, это Мария, дочка Имрана. «Ва хойру ниса», а также лучшей женщиной является Хадиджа, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал он в другом хадисе, «Ма камула минан нисаи», не были полные, совершенные из женщин, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Мужчины полных много было, совершенных имеется в виду. Не полнота жира, а совершенные. «Камула минан риджали кафир», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Совершенные из мужчин было много, однако среди женщин мало. «Илля асит имрат фираун», жена фараона Асия была совершенная. И также у Марьям бинт Имран, также дочь Марьям, дочь Имрана. И также в другом хадисе посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняя с подвижником, начертил 4 линии. И сказал он, «Атадруна махада», вы знаете, что это за линия? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, эти линии афдуль нисаи, самые лучшие женщины, обитатели рая, он перечислил. Хадиджа бинт Хувайлид. Хадиджа, дочь Хувайлида. Фатима, дочка Мухаммада. Также он сказал, Асия, жена фараона, бинт Музахим.
Также он сказал: Марьям, дочка Имрана. Эти 4 женщины обитатели рая. Дорогие верующие, просим Аллаха Субхану ва Тааля беречь наших женщин, беречь честь нашу, беречь наших женщин, чтобы они были богобоязненными, чтобы они были Аллаха послушные. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы нас радовали наши женщины, но не позорили, дорогие верующие. Просим Аллаха Субхану ва Тааля оберегать наших женщин, где бы они ни были, чтобы они достойные рая женщины были. Аллахума амин. اللهم احفظ نساء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ نساء المسلمين في كل مكان اللهم استر عليهن وارزقهن العفة والحياء وجنبهن التبرج والسفور اللهم من أراد نساءنا وبلادنا بمكيدة وفساد فاجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره واجعل دائرة عليه يا سميع الدعاء اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن نسألك الأمن والإيمان في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد أنت أخقم الصلاة.